الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. По милости Аллаха, альхамдулилля, мы продолжаем наш цикл лекций. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля Аллах, Мухаммад Расулуллах». И также те старания, те знания, которые мы стремимся получить, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сделал их для нас полезными, как в этом мире, так и воздал нам в ахирате. И также наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит, человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Дай Аллах увидеть нам эту награду на наших весах, и дай Аллах, чтобы Он укрепил нас на этом пути. Альхамдулилля, мы сегодня с вами поговорим о суре Балад. Балад, то есть, как переводится он, город. И эта сура является мекканской. И Аллах Субханаху ва Тааля, начиная эту суру, говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ла уqsimu бихадал балад». Я клянусь этим городом. Аллах Субханаху ва Тааля, под городом подразумевается Мекка. И мы уже, как знаем, Аллах Субханаху ва Тааля, Он никогда не клянется такими вещами, у которых нет величия. А те вещи, которыми Аллах Субханаху ва Тааля клянется, значит, у этой вещи есть величие, шараф. Если посмотреть во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, арабы тоже, они могли поклясться своими божествами. Почему? Потому что они их возвеличивали. И также, если, например, посмотреть на наших отцов, то они тоже, если вот вспомнить, они тоже говорили: клянусь хлебом, например. Да? Почему? Потому что в их времена они это возвеличивали. Или кто-то, может, говорил: клянусь мамой. Почему? Потому что человек любит, возвеличивает эти вещи. Но, конечно же, альхамдулилля, Аллах Субханаху ва Тааля дал нам веру. Аллах дал нам понимание этой религии, и Он запретил нам клясться чем-либо, кроме Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля, Он может поклясться. Да. Почему? Потому что Он создал эти вещи, Он ими управляет. Но мы не имеем права этого делать. Как пришло это в хадисе: кто будет кляться не Аллахом, тот совершил неверие. Это очень страшно. Из-за этого кто-то может сказать: ну вот же Аллах поклялся Меккой, почему я не могу поклясться Меккой? Этого делать нельзя. Почему? Потому что это создание Аллаха. И другими вещами, которыми клянется Аллах, пусть это будет солнце или луна, да, этими вещами мы тоже не имеем права клясться. Только Аллахом Субханаху ва Тааля. Мы говорим «Валлахи» или «клянусь Аллахом», или «клянусь Господом этой Каабы». Так тоже можно поклясться. Почему? Потому что Господом этой Каабы является Аллах Субханаху ва Тааля. Но каким-либо созданием мы клясться не имеем права. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля поклялся Меккой, возвеличивая ее и дав ей определенное положение. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва анта хиллум бихадал балад». То есть, и здесь, в этом аяте, есть у нас два значения. Первый – это то, что ты, о пророк Мухаммад, да, живешь, обитаешь в этом городе. Если посмотреть, в этом великом городе самый великий, самый любимый человек Аллаха Субханаху ва Тааля проживал.
Но Аллах Субханаху ва Тааля потом пожелал так, чтобы его мекканцы выгнали. Но, несмотря на это, все равно Мекка является самым любимым, самым наилучшим местом у Аллаха Субханаху ва Тааля. И каждый мусульманин стремится туда попасть. И когда у него выпадет эта возможность, он, даже не добравшись туда, уже начинает радоваться. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля заложил нам, мусульманам, эту радость. И когда человек, приехав туда, увидев Каабу, он не может ничего сказать. Почему? Потому что он восхищается этим местом. И как мы уже сказали, Мекка является безопасным городом. То есть, если вот те, кто был в этом городе, вспомнить первые чувства, какие они были, прилетев туда, побывав там, человек успокаивается. Он не думает ни о семье, ни о работе, ни о еде, ни о чем. Почему? Потому что он добился того, к чему стремился. Это что? Это сладость поклонения. А почему? Потому что мы, люди, созданы с одной целью. Это поклонение. И когда человек достигает этой цели, когда он находит сладость этого поклонения, то, конечно же, он обо всем забывает. Из-за этого дай Аллах нам еще побывать в этих местах. И тот, кто еще там не был, увидев, ощутив эти чувства, стремится побывать еще и еще раз. И также второе значение этого аята, то, что Аллах Субханаху ва Тааля разрешил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, именно сражение. Почему? Потому что этот город является безопасным. То есть туда никто не имеет права заходить с каким-либо оружием. И также проливать кровь. Или же даже, например, растение, может быть, какой-то цветочек, или же дерево, которое растет, их тоже нельзя срывать. Аллах Субханаху ва Тааля это запретил. И из-за этого этот город является запретным, харам. Но Аллах Субханаху ва Тааля разрешил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, некоторое время. Это было Фатхуль Мекка, то есть когда было открытие Мекки. Тогда Аллах Субханаху ва Тааля разрешил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, зайти туда. Но это было какое-то короткое время. И как пришло в хадисе, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах сделал Мекку запретным, священным городом в тот день, когда создал небеса и землю, и она будет святыней до судного дня. Нельзя вырубать деревья и проливать кровь. Да и мне было дозволено воевать в ней только в течение части дня. И сегодня она вновь стала столь же священной, как и вчера. То есть, это приводится в Сахихе Бухари и Муслим, да, то есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что мне было дозволено, а другим уже нет. Из-за этого, приехав туда, человек должен опасаться не то, что кому-то причинить вред, да, но даже подумать об этом. Почему? Потому что это место является святыней для всех мусульман. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва валиди ва ма валад». Клянусь родителям и тем, кого он породил. И здесь у ученых тоже есть несколько мнений. Кто-то говорит то, что родителям это является Адам алейхиссалям, то есть от кого все мы произошли. И
те, кого он породил, это его потомки. То есть мы с вами тоже. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля клянется здесь родителям и человеком, которого Аллах Субханаху ва Тааля создал. И для чего он это делает? Чтобы указать, какую милость Аллах Субханаху ва Тааля проявил по отношению к нам. И когда Он нас создавал, как Он нас создал, в каком облике, наилучшим образом. Из-за этого каждый из нас должен об этом помнить, вспоминать и, конечно же, благодарить Аллаха Субханаху ва Тааля за это. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Лакад халаканал инсана фи кабад». Мы создали человека с тяготами. То есть тяготы – это трудности, начиная еще в утробе матери, когда этот плод преображается, в человеческий облик, как его мать его вынашивает с трудностями, и потом при рождении сколько трудностей терпит и ребенок, и мать. Потом, если вспомнить родители, когда у ребенка выходят зубы, тоже это трудность. И, конечно же, человек, когда живет, он проходит очень много трудностей. И почему Аллах Субханаху ва Тааля нам об этом сообщил? То, что будут трудности. Но, когда к нам приходит трудность, когда к нам приходит какая-то тяжесть, болезнь, тогда мы, конечно же, должны проявлять терпение. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Васта'ину бис-сабри вас-саля». То есть, обращайтесь, проявляйте терпение. Терпение, потому что Аллах Субханаху ва Тааля нам это предопределил. И этого не избежать. Вас-саля, и обращайтесь к Аллаху. И, конечно же, самое тяжелое испытание будет, когда человек настигает смерть. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: каждая душа познает смерть. И вот тот момент, когда тяжело, когда человек готов на все, чтобы облегчить эту ситуацию, кто подходит? Шайтан, Иблис, который что хочет с нами сделать? Чтобы мы были с ним в аду. И он нашептывает какие-то слова, говорит свои наущения. И если человек в течение жизни не был крепок, не обращался к Аллаху, не просил, то тогда, в тот момент, он может подскользнуться. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас и сам обращался с дуа после каждого намаза. Даже в конце намаза что он говорил? «О Аллах, защити меня». От чего? От 4 вещей. Это что? Азаб, то есть тяжести, трудности, когда приходит смерть. И также наказание в могиле. И фитны, который будет в судный день, и Масих Даджаль, когда, может быть, придет Даджаль. Из-за этого мы всегда должны обращаться к Аллаху, просить, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля нас укрепил, облегчил. Почему? Потому что в тот момент, если мы не будем крепкими, если около нас не будет никого, кто будет напоминать, то тогда, не дай Аллах, все старания, все поклонения могут быть тщетными. Из-за этого надо обращаться к Аллаху, просить у Него. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аяхсабу аллай якадира алейхи ахад».
Неужели он полагает, что никто не справится с ним? То есть, после того, как Аллах Субханаху ва Тааля упомянул, с какими трудностями был создан этот человек, в каком облике он был, и тогда человек что делает? Он проявляет свою гордость, высокомерие и полагается то, что его богатство, его положение, его дети помогут ему, спасут его. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля напоминает нам, неужели он полагает, что никто не справится с ним? Неужели он думает, то, что он всесилен? А если посмотреть на юношей, когда ты еще молодой, сильный, работаешь, когда у тебя есть положение в обществе, когда у тебя есть возможности, деньги, то человек об этом не задумывается. Он думает, то, что я смогу. Но когда к человеку приходит какая-то проблема, беда, болезнь, и попробовав все, врачи не могут помочь, лекарства не помогают, никто не может помочь, тогда он вспоминает Аллаха. В тот момент Аллах Субханаху ва Тааля его приземляет, заставляет задуматься. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля нас любит. Он желает для нас добра. Но мы из-за своей халатности, из-за своего высокомерия на это не обращаем внимания. Не задумываемся об этом. А желаем только блага этого мира. Но нет. Этот мир пройдет, закончится. И человек должен стараться стремиться не к мирским благам, а то, что его ждет после. Почему? Потому что эти мирские блага, они заканчиваются. А то, что будет после, будет вечнее. Всегда будет продолжаться. Неужели человек может заменить это, обменять? И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям надж, аяхсабу аллам яраху ахад». Он думает: «Якул ахлакту маля любада». То есть он говорит то, что я потратил много. На что? Если посмотреть, вспомнить, как против нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям сражались, боролись, противостояли, сколько они вкладывали. Но человек, он должен понять то, что он вот в этом мире может что-то сделать, но с дозволения Аллаха. И даже то, что он пытался противостоять против ислама, против религии, против пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, если бы он даже призвал всех людей в этом мире и все имущество, все богатство, то он не смог бы достичь успеха, своей цели. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля обещал то, что Он сохранит эту религию до судного дня. А как мы знаем, обещания Аллаха Субханаху ва Тааля, они, конечно, истина. И Он никогда не нарушает своих обещаний. И Он самый сильный, самый богатый. И человеку вместо того, чтобы тратить силы, тратить свое имущество и время на это, лучше задуматься и
потратить это для того, чтобы приготовить себе место в раю. Дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алям надж'аль лаху айнайн». «Аяхсабу аллам яраху ахад». То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит: неужели он думает то, что его никто не видит? То есть, смотрите, человек тратит силы, время, имущество, чтобы бороться против ислама, против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И он думает, то, что все это произойдет бесследно, пройдет? Нет, конечно. То есть, если человек причинил какой-то вред, зульм, да, то, конечно, он за каждую вещь будет отвечать. И даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда отправил Муаз ибн Джабаля в Йемен, чтобы призывать людей, он сказал: остерегайся дуа обиженного. Да'ват аль-мазлум. То есть это очень страшная вещь. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля дуа этого человека принимает без препятствий. И человек, который борется против ислама, как он думает то, что его никто не видит? Мы знаем, Аллах Субханаху ва Тааля аль-Басир, Он всевидящий, аль-Алим, Он все знающий, и ничего не пройдет. Все будет записано. И в судный день Аллах Субханаху ва Тааля все это предоставит, покажет. Для чего? Чтобы человек увидел, что он совершил, что совершили его руки. И вот тогда он поймет то, что он оступился, сделал неправильно. Но это уже будет поздно. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля дал нам разум, чтобы мы размышляли. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам разум, чтобы мы видели красоту, которую Аллах Субханаху ва Тааля создал. И тем самым мы понимали Его величие. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям надж'аль лаху айнайн». То есть мы сделали, разве мы не наделили его двумя глазами? Кто нам дает глаза? Аллах Субханаху ва Тааля. И сколько мы видим людей, которые не могут видеть, слепые. И они мечтают, чтобы хотя бы на секунду, на минуту увидеть красоту этого мира. Сколько сил тратят. Может быть, даже на операции ездят. А человек зрячий, он не ценит это. И Аллах Субханаху ва Тааля дал эти два глаза для чего? Для поклонения. А человек что делает? Как он использует это благо? Над этим тоже мы должны задуматься. Почему? Потому что за каждое благо, которое Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, мы будем отвечать. И если человек использовал эти глаза не по назначению, то неужели Аллах Субханаху ва Тааля доволен этим? И плюс к этому Аллах нам дает, и также Аллах Субханаху ва Тааля забирает. И представьте себе, сейчас может произойти такое, то, что человек ослеп, чернота, ничего не видит. И вот тогда человек будет мечтать: о Аллах, дай мне хотя бы на 2-3 минуты открыть глаза, открыть Твою книгу, прочитать Твои слова. Но, к сожалению, Коран, который есть у нас дома, он лежит, ждет своего момента, когда же
этот раб возьмет его и начнет читать хотя бы одну строчку, 2 строчки, полстраницы, что мы ждем? Что нам надо? Аллах Субханаху ва Тааля потом говорит: «Валисана ва шафатайн». То есть мы наделили его лисан, языком. Для чего? Неужели для того, чтобы говорить клевету, плохие слова? Нет. Аллах Субханаху ва Тааля дал нам язык, чтобы красиво выражаться, возвеличивать его, призывать людей к исламу, показывать красоту. Но, к сожалению, многие люди используют этот язык не по назначению. А ведь мы должны помнить, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, предостерег своих сахабов от этого языка. Почему? Потому что по причине этого языка человек может ошибиться. И куда попасть? В ад. Потому что одним словом человек может погубить, и одним словом человек может оживить, принести пользу. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кан ю'мин билляхи фал йаумил ахир, фальякуль хайр ау лиясмут». Кто уверовал в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое или молчит. А сколько сегодня людей говорят, неужели это благое? Нет. Если ты не говоришь благое, лучше молчи. Не говори, слушай, что люди говорят. Но ты не говори. Вашафатайн, и Аллах Субханаху ва Тааля наделил нас губами. Для чего? Конечно же, чтобы нас украсить, сделать красивыми. Представьте себе то, что у нас нет губ. Каким будет человек? Как он будет кушать? Невозможно. Из-за этого, если человек каждое утро будет просыпаться и смотреть в зеркало, не для того, чтобы говорить то, что «О, смотри, я какой красивый», а наоборот, возвеличивать Аллаха, то, что «Альхамдулилля, я смог проснуться», «Альхамдулилля, Аллах меня сделал таким», чтобы Его возвеличивать, чтобы Его понимать, подчиняться Его приказам. И сколько же людей об этом не задумываются. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вахадайнаху надждайн». Разве мы не повели его к 2 вершинам? То есть, разве Аллах Субханаху ва Тааля не дал нам разум? И эти 2 вершины – это добро и зло. Неужели Аллах Субханаху ва Тааля нас не научил различать, что есть добро, а что есть зло? Конечно же, научил. И альхамдулилля, Аллах нас наставил на истинный путь, на прямой путь. Когда бы были или в неверии, или же не понимали ислам. Аллах дал нам это. Аллах дал нам самое большое богатство – это веру, иман. И как мы за это не будем Его благодарить? Потому что никакой работой мы не сможем это заработать. Ни за какие деньги мы не сможем это купить. Надо ценить то, что Аллах нам дал. И, конечно же, дорожить. Почему? Потому что если мы не будем достойны этого,
Аллах Субханаху ва Тааля что сделает? Заберет. Потому что ты не ценишь, недостоин. Из-за этого мы всегда должны помнить Аллаха. Посмотрев на себя, возвеличивать Его, подчиняться Его приказам, остерегаться Его запретов и, конечно же, стремиться увидеть Его лик через Его довольство. Почему? Потому что чем больше мы будем поклоняться, чем больше мы будем совершать те дела, которыми Он доволен, и говорить те слова, которые Он любит, тем наша возможность увидеть Его увеличивается. Так давайте стремиться. Так давайте помогать друг другу, призывать друг друга к благим делам и к раю. Субханаллах бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله